Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. Это лекция кандидата философских наук Надира Бекирова, посвящена крымчакам, одному из коренных народов региона. В этой части вы узнаете, почему крымчаки считаются отдельным народом, как формировалась их история, и почему у некоторых из них встречаются генуэзские фамилии, и не только. Сейчас я хочу рассказать о очень интересном и очень, к сожалению, малочисленном коренном народе Крыма, который буквально недавно, в 1941 году, подвергся геноциду, очевидному геноциду, который никто не берется оспаривать, и чья так незначительная численность, около 10 тысяч человек, после истребления обратилась в то, что сейчас во всем Крыму крымчаков около 600 человек всего лишь и осталось. Но не сразу, конечно, за те десятилетия, которые прошли после геноцида, это народ, который называется крымчаки. Само слово «крымчаки» появилось в российской царской переписи 1859 года, когда российские чиновники обнаружили, что в Крыму живет две разные иудейские общины, настолько разные, что их нельзя считать одним народом. Ко времени Крымской войны и позже, и по настоящее время на полуостров Крым заехало достаточно большое количество этнических евреев, преимущественно из черты оседлости в Украине, в бывшей Речи Посполитой, и в настоящее время со всех сторон Советского Союза, которые в то время говорили преимущественно на идиш, были раввинитами, соответственно, блюли те традиции, которые присущи всей еврейской общине, где бы они ни жили, в какой стране мира. Но на этом фоне царские чиновники вдруг обнаружили, что в Крыму живет какой-то другой народ или какие-то другие евреи, которые, хотя тоже являются чистыми раббанитами, и в вероисповедальном отношении, но которые говорят на тюркском языке, который одевается совершенно иначе, у которых другой жизненный уклад, другие обычаи. И более того, вот эти, так сказать, в кавычках евреи, они, оказывается, живут здесь со времен Крымского ханства и гораздо раньше. И вот тогда для того, чтобы обозначить какое-то их присутствие, какую-то их отдельность, обособленность, собственно говоря, царские чиновники в ходе переписей и, если хотите, придумали это слово «крымчак», который в настоящее время сам этот народ тоже употребляет в отношении себя, называя себя крымчахвар. В среде этого народа появилась уже такая народная этимология, где слово «крымчах» трактуется как «Крым-Исаак» или «Крым-Исхак», вроде того, что еврей Крыма. По другим источникам, вплоть до 1917 года, самоназванием этого народа было все-таки другое. Но они себя называли Иуди, это общееврейское название. То есть иудеи, собственно говоря, речь шла не об этническом названии, а о религиозном, что было понятно, потому что в условиях Средневековья национальность в нынешнем смысле слова, она не имела того значения, а имела значение как раз вероисповедания, религия. Об этом мы поговорим попозже, после того, как рассмотрим коренные народы Крыма, тему об их взаимоотношениях между собой, об их взаимовлиянии и об общности и различиях. Тем не менее, когда крымчаками стали заниматься внимательнее, то обнаружили очень примечательные стороны жизни этого народа, такие как, что их язык, безусловно, тюркский. Он очень похож на крымско-татарский и находится под его влиянием, но, тем не менее, доскональное изучение этого языка, пока это было возможно, показало, что он уходит в печенежский, кыпчакский язык и наиболее близок к алтайскому, кумыкскому, к ногайскому диалекту крымско-татарского, карчаево-балкарскому. Сами крымчаки очень долгое время называли свой язык чагатай, то есть чагатайский язык. Это широко распространенное средневековое наречие, на котором говорила часть Золотой Орды, часть центральноазиатских тюрков.
И что тоже, в свою очередь, указывает на то, что это, в общем-то, не разновидность или диалект крымско-татарского, а самостоятельный тюркский язык, несмотря на то, что, конечно, огромное влияние со стороны крымско-татарского получил. И даже уже потом, учитывая, что крымчаки жили в Османском Крыму, у них в языке появилось влияние и агузского, то есть османского языка, и в настоящее время это есть. Но он больше повлиял на грамматику, все-таки корневая основа, и аффиксы у них вот сохранились чагатайские. По разным оценкам, о чем сейчас трудно очень судить, максимальное количество крымчаков в Средневековье в Крымском ханстве достигало порядка 800 человек. Их первоначальными местами расселения были Старый Крым, Эски-Крым, Кефе, Феодосия, чуть позже Карасу-Базар, Белогорск. И к 20 веку основные общины крымчаков жили именно там, больше всего в Карасу-Базаре и в Эски-Крыме. Какое-то количество крымчаков в Средневековье жило на территории Феодора в Мангупе. В настоящее время порядка 600 человек живет в Крыму, но последняя перепись дала, перепись 2014 года, что их в Крыму проживает 228 человек всего и 51 в городе Севастополе. За пределами Крыма в мире живет еще какое-то количество крымчаков, в том числе какая-то часть в Израиле, но это те, кто переехали именно из Крыма уже в последние десятилетия в Израиль. Основой существования крымчаков была община, джемаат, и когда говорится об их возникновении, то тут приходится во внимание принимать многие исторические факты. Многое в культуре, в одежде, в традициях крымчаков идет от хазар, но не только от хазар. И в связи с этим их появление или как бы вот основание в Крыму часто увязывается именно с хазарами. Однако, если посмотреть, опять-таки, фамилии крымчаков, то среди них встречаются такие, как Гота, то есть год, Лехно, то есть лях, поляк, Пырва, это славянское первый, Гурджи, это грузин, Арнаут, это албанец, Тат. Тат – это отдельная тема для обсуждения, но это, во всяком случае, не тюрок и не мусульманин, живущий в горах или на берегу Крыма. И что интересно, Анжела, Ламброза, Пиастра, Чапичо. Это итальянские фамилии. Иногда встречаются географические фамилии. Измирли, допустим, это Измир в Турции. То есть тогда, когда есть фамилия, скажем, Гурджи там, или Арнаут, вряд ли это связано с этнической принадлежностью этой семьи. Скорее, это место выхода их, там, где жили их предки. Как сейчас часто людей из бывшего Советского Союза или из нынешней России, независимо от национальности, за рубежом называют русский. Хотя они совсем даже, может быть, не русские, но эта тенденция существовала в мире всегда. Чем вдаваться там в подробности, в непонимание за 3-9 земель от исходного места, легче назвать ту страну, откуда пришел этот человек. Поэтому видно, что крымская община крымчаков в том числе в себя впитала влияние и смешивалась с выходцами из разных стран, но, что очень важно, иудейского вероисповедания. Конечно, среди них были в том числе, и просто этнические евреи. Для крымчаков очень важное место в их фольклоре, в их преданиях занимает предание, или сказки, легенды о похождениях одного из крымчаков в Тебризе. Это нынешний Иран, Южный Азербайджан. Это передавалось из уст в уст, то есть где-то заметно, что раз это так хранится бережно в памяти народа, то вот это какая-то, видимо, группа, прибывшая из Южного Азербайджана, из Тебриза, иудейского вероисповедания, тоже как бы сыграла свою роль в их формировании. Вообще, по некоторым источникам, впервые иудейское вероисповедание обозначается в Крыму, завезенное эллинами, которые не были иудеями, но в числе или среди эллинов, которые попали в Крым, вероятнее всего могли быть и иудеи, в том числе купцы.
еще там в первом веке до нашей эры. Однако, разумеется, они не были ни крымчаками, ни тюрками. А вот позже, когда хазары несколько веков господствовали в Крыму, то и иудейское вероисповедание в северной степной части Крыма и вокруг Крыма, и в самом Крыму, в том числе в Восточном Крыму, оно уже увязывалось не столько с евреями, сколько с тюрками. Когда мы говорили о караимах, я говорил, что хазары тоже были этнически неоднородным народом. Вообще нации, народ в нынешнем понимании не существовали тогда. Это были союзы родоплеменные, чаще всего родственные по культуре, языку и крови, но тоже даже не всегда. И с тех пор именно была создана основа, особенно, как ни странно, после крушения хазарского каганата, когда степями закрымскими и вокруг крымскими, опять-таки, овладели тюрки не иудеи, это печенеги и половцы. Таким образом, иудейская община тюркская, она оказалась в определенного рода изоляции, замкнутой именно в Крыму. Там, где она жила до этого, она перестала играть лидирующую роль, потому что государства, хазарский каганат были разрушены, замкнулась в себе и стала впитывать в себя в том числе и людей одного с ними вероисповедания, но другого этнического происхождения. В течение столетий, конечно, происходила такая консолидация, разница этнических корней утратила значение, а главное, люди стали ощущать себя одним народом. Поэтому, если говорить о появлении каких-то иудейских памятников, то это еще первое тысячелетие до нашей эры, но если говорить об иудеях, причем преимущественно тюрках, то это хазарский каганат, то есть это 5 и позже века нашей эры, и потом наслоение за наслоением каких-то новых групп или отдельных лиц, которые оказывались в Крыму и входили в состав вот этой средневековой иудейской общины, овладевали чагатайским языком, вливались в общую жизнь, в общее вероисповедание, в общую экономику. Еще в Средневековье среди самих крымчаков выделялось 3 основных в рамках раввинизма основных религиозных направления. Это ашкеназское, сефардское и, собственно, крымское, потому что в определенный момент один из религиозных деятелей крымчаков именно в Крыму создал, собственно, крымское, не то чтобы вероисповедание, но учение, в соответствии с которым и проводилась религиозная жизнь, молебны, исполнялись какие-то требования и так далее. Крымчаки играли, вернее, их тогда предки, можно сказать, потому что слова крымчаки не существовало, играли существенную роль в Крымском ханстве, несмотря на свою малочисленность. Например, один из представителей иудейской общины Кафы, или Кефе, торговец Хозяко Кос, в 1472-1486 годах принимал участие в переговорах между Иваном III и крымским ханом Менглигереем. Скорее всего, он знал русский язык и, тогдашний, то, что можно было назвать русским языком, и той поры, и поэтому помогал в переговорах. Крымчаки пользовались древнееврейской письменностью, но ни один еврей или специалист по языку древнееврейскому прочитать это не сможет, потому что письменность древнееврейская, а язык тюркский. Центром религиозной жизни крымчаков со временем стал Карасу-базар. В 1516 году там был построен Каал. Именно так называют крымчаки свой религиозный храм. То есть это не синагога, а Каал. И до этого, уже в IX веке, Каал существовал в Кефе. В 1306 году, вернее, в 909 году, это был
в Кефе и построен и восстановлен в 1309 году. В экономике Крыма, как и впоследствии, крымчаки, я буду говорить так, потому что каждый раз говорить о баудеях средневековых и как-то отделять их я не буду. Просто до аннексии Крымского ханства других иудеев в Крыму и не было. Это были тюрки иудейского вероисповедания, чьих потомков мы сейчас называем крымчаками. Так вот, они занимались торговлей и ремеслом. Эта традиция сохранилась до 20 века. Действительно, еще там в 20-30-е годы в Крыму было большое количество сапожников, кузнецов, ювелиров и так далее, мелких ремесленников, кто и были крымчаки в городах, в основном Карасу-Базаре и в Кефе, и потом уже и в Симферополе. Эти три ритуала, ашкеназский, романиотский, то есть завезенный из Эллады, и вавилонский, объединил Моше Аголе. Он выработал общий для крымских иудейских общин молитвенник, получивший название «Молитвенник ритуала Кафы» или по-крымчакски «Махзор Минхак Кафа». В XVIII веке общину Карасу-Базара, наиболее крупную из иудеев, тюрков Крыма, возглавлял Давид бен Элизер Лехно, то есть по фамилии Поляк, Лях. Умер он в 1735 году. Он написал введение к молитвеннику ритуала Кафе и сочинение Мишхан Давид, то есть обитель Давида, посвященного грамматике иврита. Он также является автором исторической хроники Девар Сефатаим, речение уст на древнееврейском языке, посвященной истории Крымского ханства. Пожалуй, наиболее крупной общиной, присоединившейся к крымчакам, оказавшим влияние на формирование этого народа, были генуэзцы. И это очень отдельная интересная история. Как, в общем-то, мы все уже знаем, генуэзцы жили в Крыму, начиная с XII века. Их колонии были разгромлены официальным десантом Османской империи после овладения Константинополем. Это отдельная история, о которой мы поговорим, но по некоторым источникам, в общем-то, понятно, надежной статистики о количестве генуэзцев в Крыму нет, но в некоторых источниках я читал, что их количество в Крыму было около 1000 человек, что, в общем-то, вполне соотносится с реалиями того времени, потому что, кто были генуэзцы в Крыму? Это администрация в Судаке, в Кефе, это какие-то более нижестоящие чиновники, это какая-то охрана, воинская. И генуэзцы никогда не приезжали в Крым с целью здесь поселиться, овладеть этими территориями, жить здесь и так далее. Это было слишком давно, далеко и неинтересно. Это были торговцы, которые... большой интерес Генуи в Крыму был торговать, причем торговать именно транзитно. Очень важной статьей торговли были рабы, которых скупали генуэзцы, и они держали монополию на Черном море, добиваясь того, чтобы никто другой, ни венецианцы, которых они отсюда выбили и сменили их, ни кто-либо другой не торговал по Черному морю и вообще по Средиземному морю. То есть держать морскую торговлю в своих руках. Сельское хозяйство и все остальное их интересовало гораздо меньше. И даже свои владения, вплоть до Балаклава, они называли капитанство Готия. То есть они отдавали должное тому, что на этой территории жили потомки готов. Когда генуэзцы затеяли войну с Феодора, о которой я уже рассказывал, они специально привезли из Генуи десант 4500 человек, который здесь был дополнен где-то 1500-2000 человек. Именно они разгромили Херсонес и округу, именно они их поставили под свой контроль.
Именно поэтому они основали форт в Чимбала-Балаклава, чтобы не допускать феодоритов к морской торговле. Но именно поэтому их было здесь мало. И когда османы взяли в течение 6 дней Кафу и в течение 1 дня Судак, то те, кто оказывали сопротивление в войне, наверное, часть была убита людей, а большая часть захвачена в плен, и их ждала такая участь, что их должны были теперь, в свою очередь, продать как рабов в Константинополе. И вот тогда местные иудеи, сударские и кафинские, сделали неординарный шаг. По сути говоря, они уже жили, десятилетиями или, может быть, пару столетий, 3 столетий вместе с генуэзцами бок о бок на той территории, которая контролировалась генуэзцами. И хотя генуэзцы, в общем-то, были иностранцами, католиками, условно говоря, итальянцами, хотя для простоты понимания, хотя с генуэзцами тоже не все просто. Просто к слову скажу, насколько запутанная история Крыма. Генуэзцы сложились в северной части Италии, в том числе на той территории, которая была когда-то задолго до этого завоевана готами, в том числе теми самыми остготами, которые до этого побывали в Крыму, но большая часть их ушла на запад, и в том числе, завоевывая разные римские земли, часть какая-то их осела и на территории будущей Генуи. А смешавшись там с местными, добавившись другие германские племена и так далее, они в конце концов трансформировались в генуэзцев, и через 1000 лет после этого фактически, через 800-900 лет, их потомки появляются в Крыму, и овладевают южным берегом Крыма, и даже называют свои владения капитанство Готия, но не потому, что они готы, себя считают готами, а потому что тут еще сохранились, одноплеменники с частью их предков, о чем генуэзцы могли уже и забыть, в общем-то. Так вот, в каком-то смысле на тот момент история замкнулась. Генуэзцы частично сами потомки остготов, о чем они, конечно, уже забыли, они говорили на итальянском языке, были католиками, были, скорее, смуглые, черноглазые, и, такие, как большая часть итальянцев, хотя не все, конечно. Они называли капитанство Готия не потому, что они помнили о своем происхождении от готов, и о том, что, может быть, часть их предков побывала в Крыму, а просто потому, что еще на южном берегу Крыма были готские поселения в их эпоху, и, видимо, они составляли большинство. Так вот, когда османы разгромили генуэзцев и взяли большую их часть в плен, османы крымчаков не тронули. В общем-то, крымчаки никак не пострадали, потому что они были тюрками, и хотя они были иудеями, но в Османской империи, в общем-то, была достаточно тоже веротерпимая позиция, по крайней мере, в ту эпоху. И крымчаки пошли на переговоры с османскими, я не знаю, с офицерами тут, с пашой, который захватил тогда эту южную часть, и предложили им не вывозить пленных генуэзцев, где-то продавать в рабство, а предложили османам выкупить их здесь на месте. Османы согласились с этим. В самом деле, куда ты везти, если тебе тут на месте предлагают те же деньги. И крымчаки выкупили генуэзцев, оставшихся в живых, попавших в плен к османам, с условием, что они теперь отказываются от католицизма, принимают иудаизм и вступают в общину крымчаков. Так и произошло. Отсюда эти знаменитые итальянские фамилии, которые сохранились у итальянцев по сей день. Скажем, Ламброзо, Пьястро, Анжелика и так далее. И, пожалуй, это было наиболее позднее иноэтническое вливание в состав крымчаков, поэтому, когда опять начинают кто-то что-то такое рассказывать про генуэзцев, куда они делись, познакомьтесь с крымчаками, туда они и делись. И по сей день среди крымчаков есть люди, фамилии с этими именами: Ламброзо, Пьястро, Чапича, Анжелика. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете о трагической истории крымчаков во время оккупации Крыма нацистами в советское время и их судьбе до настоящего времени.